В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Современный дизайн и лучшее оснащение Центр культуры и современного искусства открыли в Якутске. Часовня появилась в Хангаласском районе напротив Ленских столбов. Нерынгынский театр кукол приступил к репетициям. Каким будет премьерный спектакль? Начнем выпуск с последних данных оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом. Еще 69 человек заболели COVID-19. 33 случая выявили в Якутске, в Мегино-Кангаласском районе 10, в Алданском 9, в Татинском 7. По 3 случая в Верхневилюйском и Ленском районах, по 2 в Хангаласском и Чурапчинском. Все ближайшие контакты заболевших выявлены и изолированы. Голосование за кандидатов в муниципальных выборах Якутии прошло без серьезных жалоб и нарушений. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии республики. По предварительным итогам на выборах главы Хангаласского района победил Олег Иринеев. За него проголосовали чуть больше 5700 человек. На выборах главы Сунтарского района победу одержал Григорьев Анатолий. За него проголосовали почти 87% избирателей. Действующий глава Амгинского района Николай Архипов переизбран на выборах. Также жители 7 наследников Амгинского района выбрали глав муниципального образования. Всего по району работало 17 избирательных участков. Благодарю всех жителей Амгинского улуса, которые пришли и заявили свое конституционное право. И у нас впереди планов очень много по всем направлениям, чтобы жить в районе, в улусе, было благоприятно. Центр культуры и современного искусства имени Юрия Гагарина открыли в Якутске накануне в День города. Строительство объекта началось в 2017-м с использованием механизма государственного частного партнерства. Подрядной организацией выступила строительная компания «Газэнергомонтаж». В новом Центре культуры есть киноконцертный зал на 500 зрителей, многофункциональный зал с интерактивным оборудованием, буфет и кабинеты для занятий. Центр будет проводить открытые уроки, лекции, мастер-классы, творческие встречи и мультимедийные выставки. Также в центре есть музей авиации Якутии. Организован коворкинг для женщин, интересующихся шитьем и рукоделием. За 4 года в партнерстве с республикой и городом наша группа создала 12 объектов социального назначения. И это не последние проекты, которые мы обсуждаем. И особенность этого здания в том, что он действительно технически очень-очень по-современному оснащен. У него уникальная акустика. К неформальному консультированию мы привлекали ведущих специалистов по акустике мирового уровня, господина Тойоду, например, ведущего в мире специалиста. И мы гордимся тем, что такого уровня объект появился с нашим участием в городе Якутске. Для жителей, для молодежи. И надеемся, что это будет площадка, где загорятся новые звезды на сценическом небосклоне. Национальной библиотеке Якутии имени Александра Пушкина 95 лет. 14 сентября 1925 года Совет народных комиссаров Якутской АССР вынес постановление об организации Национальной библиотеки Республики. Первоначально в фонд поступали книги от Академии наук Советского Союза, Всесоюзной книжной палаты и других источников. Сегодня же в библиотеке хранится 1 600 000 книг. Это якутская и русская литературы, есть книги на языках коренных малочисленных народов Севера. В Пушкинке работает фонд редких книг, где хранится 27 000 изданий. Сегодня в условиях пандемии библиотека работает в ограниченном режиме. Актуальной среди населения стала электронная библиотека, которую основали 4 года назад. Если до пандемии пользователей было примерно 400 000, то сейчас уже 1,5 миллиона. 18 числа мы открываем библиотеку Никача Грибановского. Один из директоров библиотеки, он внес очень большой такой вклад именно в библиографию Якутии. Есть у него такой фундаментальный труд. И в определенных наших профессиональных кругах этот человек очень известный. Так, а потом, значит, мы еще планируем проведение Дней Национальной Республики в Улусах. Начинаем мы 16 числа в Усть-Алданском улусе.
Познакомиться с историей Якутска на прогулке теперь можно с помощью аудиогида. Для этого достаточно скачать приложение Surprise Me или послушать записи на платформе аудиопутеводителей easy.travel. Пока разработан только один маршрут. Путешествие начнется с центра Якутска у телебашни, самого высокого строения на вечной мерзлоте. Жители и гости столицы узнают, как и кем был основан Якутск, познакомятся с нелегкой судьбой красноармейцев, павших в гражданской войне, и смогут почтить память героев на площади павших борцов, где и завершится экскурсия. Продолжительность маршрута – 1 час. На меня вышла компания Surprise Me, то есть из Санкт-Петербурга. Ну и предложили перепроверить те городские легенды и добавить ее официальной правильной исторической информации, именно вот эти объекты. Но здесь самое главное, не попросили именно те точки, да, определиться, чтобы они были удобны для посещения именно в течение 1,5 часа, допустим. А данный маршрут, который вот, можете теперь скачать, он, собственно, есть уже, он работает на протяжении 4 лет. Но они работали исключительно при присутствии гида. Вот теперь вот есть прекрасная возможность уже ту правильную информацию уже получить, уже используя аудиогид. 120 голов скота сементальской породы доставили в село Илимнир Сунтарского района из племенных хозяйств Орловской области. Животные проехали более 10 тысяч километров за 18 дней на специальном транспорте. Дорогу они перенесли хорошо. Сельхозкооператив «Илтосхол», для которого завезли скот, работает с апреля этого года. Поставка животных позволит обеспечить население натуральной молочной продукцией, расширить ассортимент. Сегодня идет строительство животноводческого комплекса. В планах также строительство молочного цеха в селе Сунтар, живкомплекса в селе Аллага и освоение заброшенных пашин. А так, коровы, конечно, хорошие, они вообще благородные, они все это племенные, сементали. От всей души желаю, чтобы вот эти наши, которые подопечные, а их тысячами больше стали. И больше молока давали, и мясо давали. Часовня святых апостолов Петра и Павла появилась в Хангаласском районе напротив Ленских столбов. Ее построили потомки государевых ямщиков Батамайской почтовой станции. В марте этого года инициатор проекта Зинаида Шаврина создала группу в мессенджере, куда добавила потомков батамайских ямщиков из разных уголков земли. За короткий период они собрали более 500 тысяч рублей. Часовню посвятили предкам, воевавшим в годы Первой и Второй мировых войнах. Мы решили на сходе каждый год сделать как свой цех в день Ивана и Павла. Это какое число? Это в июне месяце, число не помню, но будем собираться ухаживать. Я каждое лето приезжаю сюда, на 2 недели, на 10 дней приезжаю с внучками, каждое лето здесь бываю. И здесь у меня куча родственников живут, которые будут, конечно, мне помогать в уходе этой часовни. Нерюнгринский театр кукол приступил к репетициям после ограничений, связанных с коронавирусом. Актеры готовятся к премьерному спектаклю «Каша из топора». Все подробности в следующем сюжете. Кукольные персонажи со своими сказками, стихами, мастер-классами, которые радовали маленьких зрителей в соцсетях, заочное участие в федеральной программе «Большие гастроли», в онлайн-фестивале Костромского театра кукол «Кукольный остров», активное участие в городских и республиканских мероприятиях. Так проходил период самоизоляции для Нерюнгринского театра кукол. Сегодня труппа театра активно готовится к открытию 36-го театрального сезона. Намечены планы по участию в гастрольной деятельности и репертуару на предстоящий сезон. На выпуске спектакль детский «Каша из топора», спектакль для взрослых без маски. Вот. Ну, пока вот ближайшие планы такие, насколько нам позволит обстановка наша все это осуществить, покажет время. Очень надеемся на скорую встречу с нашим зрителем, ждем с нетерпением. Не здесь, видимо, пропажа. Какая пропажа? Видишь ли, тетка, барабан-то у меня непростой, волшебный. В премьерном спектакле «Каша из топора» режиссера Александра Иванова задействованы 5 актеров, которые уверены, что детям полюбятся как положительные, так и отрицательные персонажи за их темперамент, жизнелюбие и чувство юмора. В этом спектакле я играю роль солдата. Спектакль довольно-таки уже известный всем. О том, как солдат своей хитростью
пытается обмануть жадную, скупую старуху. Музыка, свет, декорации готовы, роли прожиты, но еще не сыграны. Зрительный зал замер. Театр кукол в ожидании своих зрителей. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. В августе в Якутии началось поэтапное открытие спортивных объектов. Из-за пандемии коронавируса у спортсменов республики не было возможности заниматься почти 5 месяцев. С 18 августа свои двери открыл тренажерный зал в спортивном комплексе «Кимберлит» Мирного. Какие меры предосторожности там действуют и что нового ждет спортсменов, расскажет Анна Винокурова. Сергей Саградян еще месяц назад тренировался у себя дома. Сегодня он наравне с остальными спортсменами рад открытию тренажерного зала. В марте из-за пандемии COVID-19 в Якутии закрылись абсолютно все спортобъекты. Работы стадионы и тренажерные залы возобновили лишь с 14 августа. Днем раньше глава Якутии Айсен Николаев подписал соответствующий указ. Все это время мы ходили на брусья, на турники, бегали, все равно занимались. Домашние тренировки, гантели. Посетители тренажерного зала в спорткомплексе «Кимберлит» рады вдвойне. Занятия возобновили. К тому же недавно здесь закончился ремонт. Обновили тренажеры и объединили 2 зала. Раньше здесь был зал тяжелой атлетики и кардиозона. Практически все новые здесь в зале. Приятно находиться здесь. Просто он светлый, он просто душа требует занятий, тело требует занятий. И очень приятно, что такой зал у нас появился. Несмотря на то, что спортивные объекты открылись, пандемия коронавируса еще не закончилась. Поэтому в Кимберлите соблюдают меры предосторожности. Каждые 2 часа проводят дезинфекцию помещения. На каждое занятие по режиму работы тренажерного зала предусмотрено не более 20 человек. Для соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора при входе в здание для работников и для всех посетителей организована термометрия бесконтактным способом. Также у нас в зале установлен рециркулятор для обеззараживания воздуха, дозаторы для дезинфекции рук. По требованиям Роспотребнадзора в тренажерном зале на каждого посетителя должно быть не менее 4 квадратных метров. Поэтому, чтобы попасть на тренировки в Кимберлит, нужно заранее записаться по номеру 8 800 250 51 60 и вместе с консультантом выбрать удобное для вас время. Анна Винокурова, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». К этой минуте у меня пока вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах як24.ру и nvk-online.ru. Оставайтесь с нами.